Доброе утро, друзья! Вас приветствует национальное телевидение Калмыкии. Помните, что секретом и ингредиентом удачного дня является бодрое, энергичное утро, которое мы предлагаем провести вместе с нами. Если вы ждали знака судьбы, который направит вас на ведение здорового образа жизни, это именно он. В компании наших прекрасных фитнес-тренеров начать этот день зарядки, чем не первый шаг к успеху. Доброе утро, друзья! Меня зовут Оля Владимирова, и сегодняшнюю зарядку проведу для вас я. Ноги на ширине плеч, руки на пояс, круговые вращения головой в правую сторону. Медленно и плавно делаем. Наклоны головой вперед, назад, левую сторону, правую сторону. Еще раз вперед, назад, лево, вперед, назад, лево, право. Закончили. Дальше ноги на ширине плеч, правую руку вверх. Пошли рывки руками. 4 раза. 2 раза левой, 2 раза правой. И закончили. Следующее. Руки перед собой, перед грудью. Делаем рывки руками в правую и левую сторону. Поехали. 3, 4, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4, и раз, 2, 3, закончили. Круговые вращения вперед. Раз, 2, 3, 4, назад. 2, 3, 4, и раз, 2, 3, закончили. Ноги на ширине плеч, руки на пояс, круговые вращения таза. И начали в правую сторону. В левую сторону. И закончили. Ноги на ширине плеч, руки перед собой, перед грудью. Круговые вращения туловищем. В правую сторону. Начали. Разминаем коленный сустав, ноги на ширине плеч, чуть-чуть присели и делаем круговые вращения коленями. Сначала во внутреннюю сторону 4 раза и наружу. Еще раз вовнутрь. Теперь то же самое, только с приседом. В внутреннюю сторону. Наружную сторону. Теперь ноги соединили. То же самое, только в левую сторону. И в правую сторону. Закончили. Теперь ноги ставим шире плеч, прямые. Вот, и делаем наклоны вперед. Сначала в левую сторону, посередине, да, по 2 раза, и в правую. И еще раз. Да. Закончили. Теперь садимся на правую ногу, левую ногу выпрямляем. Спина ровная, руки перед собой. И делаем перекаты. В одну сторону, в другую.
Два, три. И закончили. Рядом со мной. Ты такая малышка. Заберу тебя домой. Давайте ноги шире плеч. Садимся на одну ногу, левую выпрямляем. Спина ровная, руки перед собой. И начали. И завершающее упражнение на сегодняшнее утро – это бёрпи. Значит, мы сначала приседаем, руки перед собой, отбрасываем ноги назад, прогинаемся в спине, ноги к рукам и делаем выпрыгивание вверх. И давайте, начали 10 раз. Раз. Два. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ну вот, зарядка и правда пробудила и зарядила нас положительной энергией. На календаре 14 июля. Лето в полном разгаре, и хочется чего-нибудь вкусненького. Сейчас мы узнаем, как быстро приготовить полезный завтрак. Всем привет! Меня зовут Алтын Гирел, и сегодня мы будем с вами готовить блинчики. Наверное, каждый готовит у себя дома блины, но сегодня мы будем делать необычную начинку из красной рыбы, красной икры и творожного сыра. Такая будет у нас начинка. Будет просто ням, как говорит моя дочь. Итак, начнем. Сначала мы сделаем блины. Нам понадобятся яйца. Блины будут не сладкие, так как у нас рыбка будет и икра, поэтому сахара добавим вот 2 чайные ложки сахара, немного соли, все это мы взбиваем. Добавим молока теплого комнатной температуры. Так, можем уже включить плиту, разогреть сковородку и муки. Не знаю, сколько это будет по граммам, я делаю все интуитивно. То есть она должна быть по консистенции такая, как сметанка жидкая. Немного растительного масла. Добавлю немного растительного масла в нашу смесь. Так, чтобы блины не прилипали. Ну, обычно я жарю блины так до румяной корочки. Когда они уже такие красивые, желтенькие становятся. Первый блин готов. Вообще блинчики мои дети обожают. И прям дочь говорит, вообще ням, мама.
Вообще у меня блинчики ассоциируются с детством, когда по утрам вот просыпаешься и уже пахнет блинами, это прям приходишь на кухню, а мама уже сделала чай калмыцкий, блины, это дорого стоит, конечно. Блинчики можно делать с разной начинкой, любой, какую вы захотите, но мы обожаем рыбу, и я взяла в этот раз форель. Можно брать слабосоленую семгу, вот, кто как любит. Творожный сыр тоже на любой вкус. Главное, чтобы он был не сладким. Добавляем рыбку. Как видите, рыбку мы нарезаем вот такими вот ломтиками, пластами. Добавляем немного красной икры для сочности, для такой яркости вкуса. И вот так заворачиваем. Есть еще другой вариант сервировки, я могу показать. Так, творожный сыр, слабосоленая форель и немного икры. Можно еще сервировать таким образом. Сделаем ролл и разрежем его на маленькие кусочки. Будет такая закуска. Так, выкладываем нашу рыбку, икры. Красота какая. И все это вот так вот сворачиваем. Вот наши блинчики готовы. Питайтесь вкусно, полезно и правильно. Приятного аппетита! Уважаемые абитуриенты и их родители, а вы уже успели подать документы на поступление? Двери опорного регионального вуза Республики Калмыкия всегда открыты для вас. Калмыцкий государственный университет имени Басана Бадминовича Городовикова уже более 50 лет обучает специалистов разного профиля. Сейчас самое время сделать правильный выбор. Давайте узнаем, как проходит приемная кампания в 2021 году. Приемная комиссия Калмыцкого государственного университета в этом году работает с 19 июня. Мы уже работаем практически неделю. И документы принимаем как в дистанционном режиме, обрабатываем, у нас есть определенное время, так и лично. Абитуриенты приносят, сдают, пишут заявление. У нас здесь все, защитные средства, все есть. Стараемся всех в масках, экраны у всех наших сотрудников. Индивидуальные места, там у нас очередь, по талонам заходят, никакого столпотворения, все мы соблюдаем, скажем так, во-первых. Во-вторых, за эту неделю, конечно, еще аттестаты, дипломы даже СПО еще не выдали учебным заведениям, но тем не менее к нам идут выпускники прошлых лет. Вот. Те, кто ранее закончил, и очень много абитуриентов, желающих поступать на заочное отделение. Вот работаем в таком режиме. Специальности в университете у нас в этом году просто, можно сказать, что в прошлом году открылись новые специальности, и в этом году есть некоторые специальности. Всю информацию об этом можно посмотреть на сайте университета. Сегодня в нашей семье происходит значимое событие. Я привела в Калмыцкий государственный университет имени Басана Бадминовича Городовикова свою внучку Булгун Калканову, выпускницу школы номер 10 города Элиста. Она окончила 9 классов и поступает на факультет СПО, направление земельные и имущественные отношения. Почему мы выбрали Калмыцкий государственный университет? Это опорный региональный вуз. Замечательный ректор Бадма Катинович Салаев, который очень много делает для динамичного развития вуза.
Калмыцкий государственный университет для нашей семьи становится династийным, можно сказать. Закончил мой сын, закончил зять, закончили другие многие родственники, которые уверенно идут по жизни и гордо несут звание выпускника Калмыцкого государственного университета. Я желаю своей внучке удачи и надеюсь, что она станет студенткой Калмыцкого государственного университета. 19 июня мы начали свою работу в рамках большой приемной комиссии. И в этом году мы ведем набор на 6 специальностей, на 47 направлений и профилей бакалавриата, 9 специальностей СПО, 35 направлений магистратуры, а также на 8 программ аспирантуры. Так что в этом году перед нашими абитуриентами стоит огромный выбор, и наша главная задача – помочь им сделать его правильно. Этот год отличается нововведениями. Так были внесены существенные изменения в правила приема в 2021 году, и поэтому мы очень стараемся помочь нашим абитуриентам разобраться в них. Так, например, в этом году абитуриенты могут подать документы на 5 различных направлений одновременно, а зачисление будет осуществляться только в одну волну. Что касается непосредственно работы приемной комиссии, то в этом году мы принимаем абитуриентов очно в зале, а также консультируем их через колл-центр приемной комиссии. Прием документов ведется посредством электронной очереди и с соблюдением всех мер безопасности. Здравствуйте, уважаемые родители, дорогие ребята. Калмыцкий государственный университет вас приветствует. Приемная комиссия Калмыцкого государственного университета начала работать 19 июня. Мы ведем прием документов в очном и онлайн формате. Все услуги, которые представлены непосредственно на сайте нашего университета, вы можете воспользоваться этими всеми формами. В этом году есть особенности, которые, ребята, уважаемые родители, вы должны помнить для тех, кто будет подавать документы вообще в высшее учебное заведение нашей страны. В этом году одна особенность, что будет всего одна волна зачисления, поэтому первая льготная волна остается. Это 10% это инвалиды и сироты. Вторая основная волна, единственная волна, закончится именно 17 августа выйдет приказ, 11 августа даете согласие. Однажды согласие. Это очень важно, об этом надо знать и помнить всем, кто будет, чьи дети будут поступать в высшее учебное заведение Российской Федерации. Калмыцкий государственный университет в этом году примет абитуриентов на 1235 бюджетных мест по всем формам обучения, которые осуществляются в нашем вузе. Это прежде всего среднеспециальный уровень, бакалавриат, магистратура и аспирантура нашего университета. В прошлом году мы набрали порядка 80%, это были выпускники нашей республики и ближайших районов. Мы призываем своих ребят учиться дома, потому что это безопасно. Уровень образования позволяет получить ту квалификацию для того, чтобы вы смогли найти себе работу. Трудоустройство – это одно из важнейших наших направлений, которые мы занимаемся, которым мы отчитываемся, которым мы заинтересованы. Многие ребята после завершения уровня бакалавриата продолжают обучение в системе следующего уровня в магистратуре. Ребята поступают в аспирантуру, поэтому все уровни образования в нашем университете есть. Мы вас призываем поступить и стать студентом Калмыцкого государственного университета в этом году. А мы продолжаем. Моя коллега Амуланга Урубджурова встретилась с заслуженным деятелем Республики Калмыкия, доктором исторических наук, заведующим кафедрой всеобщей истории Кольцовым Петром Михайловичем. Передаю ей слово. Друзья, я рада приветствовать всех этим ранним утром. С вами я, Амуланга Урубджурова, и мое утро начинается в компании с Кольцовым Петром Михайловичем, доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой всеобщей истории. Петр Михайлович, здравствуйте. Доброе утро. Петр Михайлович, расскажите, чем занимается ваша кафедра и какие программы она осуществляет? Это одна из старейших кафедр Калмыцкого государственного университета.
имени Босана Бадминовича Городовикова. На кафедре я начинал работать с 1987 года, вот, затем был перерыв и вновь вернулся в 2002 году, и с тех пор я работаю на этой кафедре. С 2008 года был избран заведующим и вот по сей день. Кафедра осуществляет образовательную деятельность по направлению подготовки история, бакалавриат. Не так давно мы открыли новое направление, это международные отношения, 430105. Вот, на следующий год мы как раз будем осуществлять первый выпуск по международным отношениям. Есть у нас и магистерские программы, 2 магистерские программы, это направление подготовки история, вот, а направленность профиль археология и история международных отношений. Также этот цикл завершает аспирантура, исторические науки и археология, профиль археология. Вот. Таким образом, как бы студент приходит к нам обучаться после школы на бакалавриат, и, в принципе, теоретически он может выйти из стен университета уже кандидатом наук, пройдя бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, защитившись, стать кандидатом наук. Ну, уже июль месяц, близится сентябрь, я думаю, уже идет активный набор, наверное, студентов на данное направление. Сейчас в университете, не только у нас, но и во всех вузах страны, самая горячая пора. Это набор студентов. Безусловно, есть свои сложности. Это всем известный, как говорится, COVID-19, который внес в жизнь не только россиян, но и всего мира свои негативные коррективы. Но, естественно, мы, тем более университеты, пытаются находить новые формы. Прежде всего, это преподавание онлайн. Кстати, до всех этих событий, вот ковидных, университет уже в течение нескольких лет практиковал онлайн-форму. Вот тогда считалось, что в принципе надо переходить к этой форме. И тут вот как раз грянул этот ковид, и, безусловно, университет уже был готов к тому, чтобы перейти на онлайн-обучение. Было уже проще. Сейчас мы проводим уже на протяжении, скажем, начиная с прошлого года, проводим профориентационную работу, проводили с обучающихся средних школ, вот, не только на территории Калмыкии, в Республике Калмыкия, но и в соседних регионах, а также в регионах, в основном ближнего зарубежья. Это Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия. Вот. Также наши преподаватели посещали и посещают Монголию, Китай. Есть были и в Грузии, Азербайджан. Ну, в общем, практически стараемся охватить все постсоветское пространство. Вот. И не только. Здесь у нас учатся много студентов из стран Африки, вот, Ближнего Востока. Это прежде всего сирийцы обучаются у нас. Кстати, вот буквально 30 июня у нас защитил ВКР, это выпускная квалификационная работа, диссертация аспирантская, сириец Лавант Хусейл. Сухайл, он закончил аспирантуру, и в течение года надеемся, что он защитит кандидатскую диссертацию. Набор, конечно, только, собственно, начинается, но уже на направление международные отношения, направление очень востребованное, поскольку готовит специалистов, скажем так, это международные отношения, но
профиль подразумевает, что выпускник готов и может работать во всех крупных компаниях, которые ведут международную деятельность, поскольку они знают, во-первых, знание 2 языков. Это английский, вот первые 3 курса, 2-й язык был китайский. С этого года мы хотим перейти на систему подготовки, которая проводится в крупных вузах, в частности МГУ. Это специализации. Скажем, со 2-го полугодия 1-го курса они будут выбирать направление, которое им интересно, скажем, восточное направление, это значит, скажем, Китай выбирает. 2-й язык у них будет китайский. Будут разбиваться по группам. 7-8 человек китайский. Кто тюркский, значит, вот тюркский мир изучает, плюс тюркский язык. 3-я Европа, следовательно, они будут заниматься английским и 2-й язык, и немецкий, французский, испанский. Таким образом, мы стараемся сделать привлекательным это направление для студентов, не так, чтобы это была обязаловка, вот только китайское направление. Я думаю, что многие из телезрителей со мной согласятся. После получения знаний от таких профессионалов ребята очень хорошо реализуют себя во всех направлениях и достойно проявляют нашу республику. Петр Михайлович, у меня вот к вам такой вопрос. Наш регион принимал участие во всероссийском проекте «Организация проведения просветительских мастер-классов для повышения цифровой грамотности населения». Расскажите подробнее о проекте, как принимали участие в нем. Ну, коротко, Российское общество знания, Всероссийское общество знания было вновь реанимировано в 2016 году. Это был по предложению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И для того, чтобы придать статус этой организации, его сделали общественно-государственным, так, чтобы и государство не только могло контролировать и через общество знания озвучивать свои цели и задачи, проводить не только просветительское, но и патриотическое воспитание молодежи и так далее, финансирование. Поэтому форма такая была выбрана, как общественно-государственная. С 2016 года существует региональное отделение в Калмыкии. Практически она открылась на базе Калмыцкого государственного университета, поскольку университет обладает уже готовыми лекторами, вот, и материально-технической базой. В этом году головное общество знания проводило конкурс для того, чтобы вот, осуществлять, организовывать мастер-классы по обучению цифровой грамотности населения. И этот конкурс проходил по всей России, принимало участие свыше 56 организаций. Из них где-то около 15 субъектов федерации выиграли эти гранты. В том числе вот, среди победителей оказался и Калмыцкое региональное отделение общества знаний. Костяк этого общества знания, имеется в виду лектора, составляет преподаватели Калмыцкого государственного университета. Ну, есть, естественно, и другие. Это в качестве примера могу привести это и замминистра природных ресурсов Каминов Юрий Борисович, кандидат сельскохозяйственных наук. Кстати, он на 0,25 преподает у нас в университете на сельхозфакультете. Прежде всего, этот проект предусматривал в начале обучение участников группы в 12 человек, обучение именно вот этой цифровой грамотности. Мы обучение проходили по онлайн-курсам. Практически каждый день мы
прослушивали около 4 лекций, это практически по 6 часов каждый день. В конечном итоге это мы делали практические занятия, составляли различные проекты и демонстрировали на, как говорится, в кадре для того, чтобы показать, как мы справляемся со своими задачами. Затем мы сдавали экзамены для того, чтобы получить сертификат о том, что мы являемся экспертами по именно вот цифровой грамотности. После этого мы проводили по 2 просветительские лекции вот, для широкого круга населения, начиная от молодежи, тематика, заканчивая категорией 65+. Тематика лекции была самая обширная, но это, понятно, цифровая грамотность, но, предположим, для 65+, это примерная тематика, скажем, обучить эту категорию людей пользоваться, скажем, госуслугами, не выходя из дома, чтобы вот в режиме онлайн они могли набрать, как говорится, эту услугу, и чтобы эта услуга им была оказана. Естественно, мы проводили лекции и по экономической грамотности населения, проводили лекции и по патриотическому воспитанию. Вот. Здесь были лекции и касательно истории и культуры калмыцкого народа. Одним словом, лекции были самой широкой направленности, в том числе и работа, как говорится, проводилась и в области, скажем, поисковой. Это связано с поисками наших безымянных героев, те, которые защищали нашу Родину в Великой Отечественной войне и так далее. То есть спектр был самый широкий. Безусловно, сейчас вообще направление, взятое правительством Российской Федерации, это перевести практически все услуги в цифру. А для того, чтобы их перевести в цифру, нужна цифровая грамотность населения. Поэтому цифровой грамотностью населения занимается не только общество знаний, но это обязали и университеты, это и колледжи, ну, они, словом скажем, организации образовательного профиля должны проводить обучение по цифровой грамотности. Будем говорить так, цифровая грамотность населения – это, собственно, будущее, это, собственно, бренд 21 века. Вот хотелось бы как раз-таки услышать ваше мнение на этот счет по поводу цифровой грамотности. Например, мне кажется, старшее поколение, они все-таки недостаточно готовы перейти вот на эту цифровую грамотность. Им легче пойти, допустим, в пенсионный фонд тот же, подать заявление, все это сделать офлайн. Вот что вы считаете по этому поводу? Ну, прежде всего, я сам отношусь к категории 65+, и мне это близко. Вот. Конечно, присутствует такое, но здесь нужно подходить с такой точки зрения, скажем, смотреть на психологию. Дело в том, что люди 65+, им не хватает общения. Им, может быть, приятно будет пойти, пообщаться. Вот. И, безусловно, есть и другая сторона. Это, может быть, тяжело воспринимается вот именно обучение цифровой грамотности. Многие люди пенсионного, даже предпенсионного возраста, они с трудом осваивают те же гаджеты, с трудом осваивают мобильные телефоны сенсорные. Вот, многие по привычке работают, скажем, вот кнопочными, а когда видят они, предположим, сенсорный или же планшет, то они теряются. Безусловно, в этом случае нужно обучать, нужно объяснять, проводить разъяснительную работу о том, что это
не только, скажем, веяние времени, но это и выгодно. Выгодно для самих потребителей, для самих людей, поскольку не надо выходить, особенно в наш период вот ковида, когда ограничения вводятся и масочный режим, поэтому легче провести все эти операции онлайн, оплатить ЖКХ онлайн, обратиться, скажем, через систему госуслуг, вплоть до того, что обратиться даже в банк, чтобы оказать банковские услуги, почта. Ну, практически все те услуги, которые раньше мы ходили в эти организации, выстаивали в очередях, сейчас это проводится, можно проводить онлайн в цифре. То есть такого рода мероприятия, проекты все-таки помогают как-то взаимодействовать с цифровыми технологиями. Конечно. Это не так, что просмотрел, изучил лекцию, и все, я забыл и не хочу этому обучаться дальше. Нет, вот опрос, мы не просто проводим эти лекции, но мы проводим и встречи, и опрос показывает, что на самом деле стремление у людей 65+ есть освоить. Поскольку у многих дети, внуки живут за пределами республики, а кто-то даже в дальнем зарубежье, и обладает цифровой грамотностью для того, чтобы поговорить в онлайн-режиме и видеть его на экране своего внука, там, детей своих, это, ну, скажем, доставляет для людей старшего возраста очень, скажем, такие положительные эмоции. Они все это прекрасно понимают, и, кстати, значительное количество из них, в общем-то, уже владеют этой цифрой. Но, скажем, одно дело владеть цифрой, другое дело, скажем, уметь войти в те же госуслуги для того, чтобы получить, как говорится, нужную ему услугу. Но здесь ему уже легче обучаться, поскольку он уже знает, как работать, скажем, с тем же компьютером, с тем же ноутбуком, планшетом и сенсорным, скажем, телефоном, вот, андроидом. Но я думаю, сейчас у телезрителей возникнет вопрос, если предоставится такая возможность обучиться вот этим технологиям, привести маму, бабушку, там, дедушку, тетю, где найти информацию по этому поводу? Информация у нас есть на YouTube. Эти лекции мы будем проводить периодически будем проводить. Вот сейчас буквально мы начинаем «Умная неделя». «Умная неделя», вот буквально перед этим мне звонили из головного офиса с Москвы, и что по всей стране проводится «Умная неделя». Задействуются, скажем так, известные лица, будь то ученый, или же, скажем, хлебороб, или же это может быть крупный руководитель региона, или же это спортсмен, артист и так далее, задействуют узнаваемых, скажем так, лиц для того, чтобы проводить вот эти мастер-классы, в том числе по обучению цифровой грамотности населения. «Умная неделя» будет проходить у нас в Калмыкии. Площадкой будет Калмыцкий государственный университет. И приедут с головного офиса. Вот. Затем эти недели будут проводиться в соседних регионах, и наши лектора будут принимать участие в соседних регионах вот в этой «Умной неделе». На Ютубе там размещен, есть сайт Калмыцкого регионального общества знания, и там будут как раз вывешены все эти объявления, когда это будет проходить, и всех желающих мы просим подключиться или онлайн, если не будут ограничения,
пожалуйста, оффлайн в режиме, как говорится, вот, глядя глаза в глаза, мы будем проводить эти мероприятия. Все запоминаем Калмыцкое региональное общество знания. Верно же сказала? Да. Петр Михайлович, спасибо вам за разъяснение, за нашу такую увлекательную беседу. Сейчас у вас есть прекрасная возможность пожелать всем нашим телезрителям доброго утра. Ну, прежде всего, я с удовольствием хочу пожелать всем телезрителям доброго утра. Хочу пожелать крепкого здоровья. Хочу пожелать, чтобы ваш день начался с улыбки и чтобы он прошел в таком позитивном, как говорится, направлении. И не забывайте, что есть Калмыцкий государственный университет, где вы, ваши дети, ваши внуки могут получить качественное образование. Я хотел бы еще добавить насчет образования то, что мы проводим сетевое взаимодействие с ведущими вузами не только страны, но и зарубежья. Вот сейчас мы с университетом Европы заключаем договор о сетевом взаимодействии, где выходим на двойные дипломы, и нашим студентам предоставится возможность получить 2 диплома. Диплом Российской Федерации и диплом Евросоюза. Какие хорошие возможности. Так что милости просим, особенно это касается международного отношений, направления подготовки международных отношений. Ну и еще, берегите себя, соблюдайте режим, как говорится, безопасности и всех благ вам. А знали ли вы, чтобы стать почетным донором России, необходимо сдать кровь безвозмездно 40 раз, либо 60 раз сдать кровь с компонентами? Одним из таких примеров среди жителей нашей республики является Эрни Владимирович Гангуев, который сдает кровь с 90-х годов. Ему осталось прийти еще на 2 донации, и он станет почетным донором России. Сам Эрни Владимирович, как и многие доноры, светлый, веселый человек. С первых минут знакомства располагает к себе доброжелательной улыбкой. Медицинский персонал Центра крови всегда встречает его как старого доброго друга. Хотелось бы пару слов сказать о нашем доноре Гангуеве Эрни Владимировичу, которому осталось буквально 2 донации до достижения им почетного звания «Почетный донор России». Это наш герой, это тот человек, который, несмотря ни на погоду, ни на погодные условия, в любое время дня и ночи может прийти и сдать кровь для того, чтобы спасти чью-то жизнь. В соответствии с федеральным законом 125 о донорстве крови и ее компонентов, нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются те люди, которые сдают кровь цельную кровь 40 и более раз, плазму 60 и более раз, и, соответственно, цельную кровь 25 и более раз, и компонентов крови в размере более 40 раз. И также, если они сдают цельную кровь менее 25 раз, то общая сумма сдачи цельной крови и ее компонентов более 60 раз. Хотелось бы сказать о скидках и льготах и привилегиях для почетных доноров. То есть, во-первых, это ежегодная компенсация в размере 15 тысяч рублей. Также это внеочередное право работников уйти в отпуск в любое удобное для них время года. Также внеочередное право на получение лечения в рамках программы государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации. Также первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. А также 50% скидка на лекарства, выписанные по рецепту. Также хотелось бы сказать, что в центрах крови России, по России, используется также мобильное приложение. Хотелось бы призвать всех жителей пользоваться мобильным приложением, личным кабинетом донора, где вы можете увидеть все свои донации, увидеть свои результаты анализов, запланировать донацию, выбрать предварительную запись на донацию в удобное для вас время. Также вы можете задать в данном приложении любой вопрос в режиме онлайн, и специалисты службы крови ответят вам на него. То есть это удобно и, соответственно, в ногу со временем, то есть новые технологии. Также хотелось бы сказать о всероссийской программе лояльности службы крови, об участии бизнеса в поддержке донорского движения.
Призываю бизнес принять участие и стать социально ответственным, поддержать безвозмездное донорское движение. Вот такой приятной новостью мы завершаем наш утренний эфир. Как утверждают астрологи, сегодня очень спокойно пройдет начало дня. Это благоприятное время, позволяющее вам сделать многое. Главное не суетиться и не торопиться там, где в этом нет необходимости. Вторая половина дня проходит хорошо, без лишних ссор, потрясений и споров. Займитесь спортом, сходите в бассейн или просто прогуляйтесь по вечерним улицам. А я желаю всем отличного дня и прекрасного настроения. Пока-пока!